Здравствуйте. По данным Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве, заявки на получение компенсации на общую сумму в 170 миллионов леев уже подали более 800 производителей яблок и слив. При этом правительство может потратить на эти цели лишь 138 миллионов леев. А что делать остальным? Об этом мы сегодня поговорим с министром сельского хозяйства господином Василием Бумаковым. Здравствуйте. И господином Александром Слусарем, председателем Униагропротект. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы беседуем в формате телемоста. В нашей дискуссии будут участвовать наши коллеги из Камрата. Елизавета, здравствуйте. Представьте нам своих гостей. Сельское хозяйство как никогда нуждается в государственной поддержке. Развитие сельских территорий угасает, престиж сельскохозяйственного труда сходит на нет. Получить прибыль от работы на земле все сложнее и сложнее. И государство осознает эти проблемы и делает все возможное, чтобы помочь сельским труженикам. И как развивается сельское хозяйство в Гагаузии, об этом мы хотим поговорить в рамках сегодняшней программы. И участник нашей сегодняшней передачи Каналы Василий Николаевич, руководитель крестьянского хозяйства в селе Дизгинжа. Здравствуйте, Василий Николаевич. Добрый вечер. Очень приятно видеть вас в нашей студии. Диана, мы готовы к дискуссии, передаем вам слово. Спасибо, Елизавета. Ну что ж, господин Слусарь, 2 недели назад вы представили пресс-релиз со всеми недоработками и задолженностями правительства. Расскажите нам суть, пожалуйста, этого документа. Ну, там 3 блока проблем выделено. Первая, связанная с компенсациями. Мы считаем, что, к сожалению, тот механизм в том виде, в каком он сейчас был принят, во многом дискредитирует саму идею этих компенсаций. Подробно, наверное, мы поговорим сегодня об этом. Вторая проблема, связанная с фондом субсидирования на этот год. Несмотря на то, что нам многократно весной обещали, что фонд будет пополнен, что деньги будут, что есть деньги из Европейской комиссии, 6 миллионов евро. И мы даже знаем, что эти деньги поступили в Молдову. Но, по сути дела, на сегодняшний день ситуация очень плачевная. 564 миллиона фонд, который есть. Заявки подано уже на сумму 730 миллионов. Даже если мы учтем, что там что-то при инспекции уменьшится, это все равно дефицит будет где-то 150 миллионов. И третья проблема, которую нам также обещали уже не то что с этой весны, а уже 2 весны назад, это нефтепродукты. Мы видим эту удручающую, эту вызывающую ситуацию, когда цены на нефтепродукты, на нефть упали уже на $20 в течение последних 2 месяцев, это примерно на 20%. А у нас цена не то что не упала, а в последнее время она даже была попытка увеличить ее на 20-25 банов. И мы, к сожалению, видим, что правительство то ли от непонимания глубины проблемы, то ли от того, что мы сейчас все уже вошли в предвыборную кампанию, оставляет эти проблемы нерешенные. А проблемы очень серьезные. Господин Бумаков. Хорошо, давайте мы по порядку. Это действительно есть ряд проблем. Во-первых, когда мы делали этот регламент по компенсациям, никто тогда не знал, сколько будет, как и так далее. Поэтому мы были рады, что Минфин идентифицировал эти средства из других министерств, из других, и нам оказал эти 138 миллионов. Сейчас, по мере поступления заявок, мы поняли, что не все так будет, как в начале мы об этом думали. Поэтому мы договорились с сельхозпроизводителем следующим образом. Сегодня заканчивается прием заявлений на компенсации. Завтра агентство сделает отчет, сколько на сливу, сколько на яблок, сколько всего яблок и так далее. И вот в результате этого мы в пятницу собираемся снова с сельхозпроизводителями и будем обсуждать, что делаем. Если надо менять решение правительства, я думаю, что мы можем обратиться в правительство для того, чтобы, скажем, усовершенствовать вот это решение. Потому что и мне кажется, и все, с кем я говорил, считают, что было бы неправильно принимать, скажем, только некоторым давать компенсации, а других, скажем, отклонить. Лучше уже всем дать, но поменьше. И думать на будущем, что можно еще сделать для этих сельхозпроизводителей. Потому что надо понимать, что ситуация на самом деле очень сложная. Очень сложная. Она была сделана специально, чтобы усложнить, особенно для сельхозпроизводителей. Это было связано и с тем, что у нас выборы. В принципе, как вам сказать,
экономическая война. Господин, И от этого все страдаем. И надо думать, что мы делаем в этой ситуации. господин Слусарь, а сельхозпроизводителей устраивает меньше, но всем? Я думаю, нет. Мы должны еще раз проанализировать эту ситуацию. К сожалению, господин министр говорит не до конца, не всю информацию, и потому что когда мы начали работать над регламентом, и здесь я в меньшей степени хотел бы упрекнуть господина министра, потому что он с самого начала осознавал, что суммы не хватит. И первый вариант регламента, который мы предложили, кстати, уже не 170 миллионов, сегодня утром последняя цифра 186 миллионов. Я думаю, что к завтрашнему утру она будет около 200 миллионов, то есть дефицит примерно 50-60 миллионов будет. И мы, когда начали работать над этим регламентом, с господином министром сделали очень неплохой регламент. И мы сразу предусмотрели, что там 100 тысяч тонн яблок и 30 тысяч тонн сливы. И как раз по сумме мы примерно попали. Мы тогда просили 185 миллионов. Ошиблись буквально на, я думаю, 10-15 миллионов. Механизм мы тоже предложили другой, не только на переработку. Сейчас можно, конечно, много перечислять. На мой взгляд, выбрали самый неудачный механизм. Почему? Потому что, во-первых, уменьшили сумму. Из 100 тысяч уменьшили до 60 тысяч. У нас сейчас появилась эта проблема. Во-вторых, сюда вклинили примарии. Вот у меня вопрос, потому что господин Малеру из АИПы сказал, что приму винит, приму сервит. Кто первый придет, будет обслужен. Да. У меня вопрос, а кого мы считаем первым, кто пришел? Тот, кто пришел первым в примарию, или тот, кто пришел первым в АИПу? Потому что если мы говорим, что тот, кто пришел первым в примарию, так они с августа подают фактуру. А если кто в АИПу, так мы получим ситуацию, когда производители фруктов из ряда примарий, которые подали в августе, но примар ждал до последнего момента последнего сельхозпроизводителя и подал попозже, они не получат эти компенсации. А другие, которые были только в сентябре, и там было меньше производителей, получат. И те, кто в августе подали, они абсолютно не виноваты. И вот здесь будет серьезная проблема. Я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы не было вот этого, потому что очень сложно. Вот первый или последний, это очень слишком усложняет ситуацию, где провести эту черту. Поэтому я еще раз говорю, в пятницу мы обсудим. Значит, если будет, скажем, решение и сельхозпроизводителей, и наше, то мы обратимся в правительство для того, чтобы немножко изменить вот это решение правительства, для того, чтобы всем помочь. Потому что всем тяжело. Вы его хотите изменить, Василий Михайлович, так, чтобы снизить всем. А мы все-таки, может быть, давайте попробуем найти эти 40-50 миллионов, и тогда мы снимем очень существенную остроту проблемы. Значит, мы об этом знаем, мы об этом говорили, но надо учитывать, что парламент не функционален. Мы никак не сможем ни при каких обстоятельствах до начала работы парламента. Мы ведем и сейчас переговоры с нашими, скажем, партнерами, которые нам помогают, международные структуры. Мы ведем переговоры, мы не игнорируем эту проблему, мы понимаем, что существует проблема, но это будет не завтра, это будет не в декабре, это будет позже. Поэтому вот такая ситуация. Но может быть правительство, если оно взяло на себя ответственность за 138 миллионов, оно все-таки функционирует еще. И даже есть, можно посчитать, я считал вчера, что есть кворум на заседании правительства, возьмут еще ответственность еще за 50 миллионов. Я думаю, что ни один камень, никто не сможет кинуть камень в правительство, которое решает эту проблему. Так для этого надо сначала, чтобы Минфин нашел эти средства где-то, для того, чтобы правительство могло еще раз взять обязательства. Но я говорю, первую задачу решить сейчас проблему, потом дальше будем искать. Но я еще раз говорю, этот вопрос не вопрос, который может проблему решать Минсельхоз. Это нужно обсуждать в правительстве и, может быть, не один раз. Если меньше, то всем какая сумма получается? Ну, получается тоже неплохая сумма. 65%. Где-то получится, наверное, где-то около лея. А почему Значит, на яблоке получится где-то, ну, я не хотел бы сейчас сказать цифры, потому что мы не знаем конечного результата. Иначе мы сейчас скажем какую-нибудь цифру, и нас будут упрекать, что вот мы обманули. Но я думаю, что для яблок будет чуть-чуть больше лея, для сливы чуть меньше. Но я говорю еще раз, у нас должны быть, во-первых, АИПа, значит, агентство по платежам,
должна проверить, потому что мы знаем, что есть люди, у которых нет ни одного дерева, они сдали яблоки. Это тоже надо посмотреть. Нужно посмотреть, ну мы, скажем так, доверяем примарам, но у нас есть опыт. Мы в прошлом году помогали, когда давали компенсации за кукурузу и за пшеницу. И, конечно, было много проблем. Поэтому на это уйдет немножко времени, надо проверить. Те, которые будут исключены, посмотрим, какая будет окончательная, потому что сейчас у нас сумма то, что представили. Вот сегодня вечером будет уже окончательная. Но это еще не конечная сумма, потому что многие Она может будут, уменьшиться. конечно, может уменьшиться, потому что многие будут исключены, те, которые будут нарушать. Так что цифры называть сейчас трудно. Но мы посчитали, мы говорили с многими производителями, вот я и вчера, и сегодня встречались, они говорят, давайте сначала вот то, что есть, вот эти 138 миллионов как можно быстрее, потому что у них кредиты, у них долги, у них очень много Они проблем. могут Очень стать. сложно. Очень сложная Ситуация ситуация. очень сложная. И хотя бы это быстро. Ну и параллельно думать о будущем. В таком случае вы не исключаете возможность, что будут искусственно создаваться, исключаться, Не, ну как искусственно? Вы знаете, искать причины? чтобы исключать людей? Да. Нет, Чтобы уменьшить число. этого мы не допустим. Это не может быть. Вы знаете, все-таки человек, если все правильно сделал, представил правильно бумаги, мы сделаем встречную проверку, мы проверяем и на заводе, если на самом деле это количество яблок было там, скажем, продано. Поэтому там тоже им дают документ, они сдают по 55 бань, у них есть накладная. Поэтому АИПа сделает эту проверку, я надеюсь, на это не уйдет много времени, чтобы быстрее ассимилировать эти деньги, которые есть в бюджете. Не уйдет много времени. В предыдущей передаче господин Малеру говорил, что у них очень мало работников и на все у них уходит очень много времени. Ну, это правда, но я думаю, что можно будет работать и по субботам, и по воскресеньям, поменьше праздников, и потому что людям эти деньги нужны. Раз эти деньги есть, надо как можно быстрее их отдать фермерам. Господин Слусарь, почему не устраивает меньше, но всем? Как-никак это все-таки всем достанется хоть какая-то сумма. Вы поймите, какая-то сумма. Когда изначально говорили и рассчитывались, были какие-то точки отсчета, реперы, что 1,5 лея это разница между 50 бануцами, это тоже очень условно, но это примерно подходит к себестоимости. У каждого своя себестоимость. У кого-то она составляет 2 лея, у кого-то 2,60, но лей 50 оно приближалось к себестоимости. А если дадут по лею, то значит понятно, что будет значительно меньше себестоимости. И надо сказать, что мы должны понимать, какой фон сейчас. Дело в том, что это эмбарго. К сожалению, как многие говорят, один рынок закрылся по политическим причинам, другой не открывается по другим причинам. Экспорт идет очень сложно. Вот была последняя информация от министерства, 730 тонн ушло только яблок в Румынию. Да, слава богу, нам в августе-сентябре немножко помогла Белоруссия, но Россия сейчас перекрывает кислород и там. И я понимаю, что это политический характер носит. Экспорт остановился и в Беларуси. Фактически экспорта нет. Есть определенные небольшие продажи на внутреннем рынке, есть все, что идет на сок по 50 бань, за которые почти фабрики еще кроме одной или двух еще и не рассчитываются эти 50 бань. И ситуация сложнейшая, понимаете, вот на севере очень много сельхозпредприятий, которые не специализируются в других культурах, у них только сады. У них сейчас большие долги по пестицидам, удобрениям, у них банковские кредиты. И для них получить вместо лей 50, которые они посчитали, что они получат, хотя бы как-то смогут рассчитаться, получить сейчас лей, это для многих будет очень большая проблема. Я бы все-таки настаивал на варианте искать возможность найти 40-50 миллионов. Господин Бумаков не исключает эту возможность. Не, мы готовы помочь как можем в этих Мы поисках. будем, Как? Мы будем давить как можем. Мы показали источник финансирования, где можно найти это. Если нашли 138 миллионов, я уверен, что можно найти и 40 и 50 миллионов. Есть внутренние резервы, есть возможность выпустить ценные бумаги на эту сумму, есть возможность прибегнуть к помощи Национального банка. Мне до сих пор никто за 3 месяца не дал ответа на вопрос, почему мы вообще с самого начала не прибегнули к средствам Национального банка. У нас бы хватило денег дать производителям винограда. Там же тоже есть проблема, которая с прошлого года тянется, она может быть не такая острая,
как у производителей яблок, там все-таки не 90% шло на экспорт, но все равно эта проблема есть. 1% резервов Национального банка хватило бы для того, чтобы покрыть компенсацию и для производителей фруктов, и для производителей винограда. Я, честно говоря, думал, что в этих условиях, когда мы совершаем эту мини-экономическую революцию, каждый должен нести свои косты, свои затраты. Вот, к сожалению, правительство, мне кажется, до конца не поняла глубины этой проблемы. Господин Маков. Ну, мы пытаемся убеждать, что это действительно, на самом деле, очень сложная ситуация. Это тут, и я еще говорю, что это внешний фактор, который на это и нацелился. И, конечно, это связано и с выборами. И знают все, что очень сильно будут спекулировать эту проблему. Потому что, вы знаете, крестьянин, который не может продать готовые, вы знаете, яблоки очень хорошие в этом году, очень хороший урожай, качественный урожай. И вы понимаете, эти люди не знают, что с ним делать. Конечно, надо помогать, но я еще раз говорю, вот те проблемы, которые говорит господин Слюсар, они не в моей компетенции. Значит, конечно, у нас должны быть расчеты, у нас должны быть предложения, идеи, но решать это будут на другом уровне. Поэтому я это все понимаю, я делаю все возможное с нашими партнерами обсуждения. Как? Потому что и у партнеров тоже очень интересные идеи. Знаете, когда у нас большая проблема, у них идеи, что надо, скажем, помочь только маленьким, что я считаю, что это очень неправильно. Мы понимаем, что маленьким тяжело, но маленьким еще тяжелее, если большие не могут выходить из проблем. Потому что экспорт организовывают те, которые большие, те большие делают рабочие места, те приносят технологии и так далее. Поэтому мы очень хотели, чтобы не дискриминировать производителей по каким-то критериям. Они все сельхозпроизводители. И вот мы ведем переговоры сейчас. Мы хотим убеждать наших партнеров, чтобы мы не дискриминировали сельхозпроизводителей, потому что это создает огромную проблему. Ну, где найти эту грань? Кто большой, кто маленький? Вы знаете, это вообще абсурд. Почему 15 гектаров, а не 14,5? Да, это просто абсурд. Если вот начинается вот это полный абсурд. И создается больше проблема, чем решается. Мы вернемся ко второму пункту о субсидировании, поговорим. Я сейчас предлагаю перейти в нашу студию из Камрата. Елизавета? Спасибо, Диана. Конечно, проблем очень много, как по республике, так и у нас в Гагаузии. У нас в Гагаузии меньше занимаются лидеры яблоками, больше занимаются землями. Поэтому сегодня с нашим участником мы поговорим о трудностях, которые есть в селах. Но прежде чем мы начнем дискуссию, я бы хотела попросить центральную студию включить сюжет, подготовленный Камратской студией. Fondul de subvenționare a agriculturii anul curent a constituit 600 milioane de lei. Sunt oare suficiente aceste resurse și care este procedura de susținere în sudul țării? Am adresat această întrebare domnului Nicolae Sârbu, șef adjunct al AIPA din Găgăuzia. Anual este aprobat fondul de subvenționare a producătorilor agricoli. Parlamentul Republicii Moldova stabilește o anumită sumă și elaborează măsurile în baza cărora este realizată susținerea producătorilor agricoli. Este vorba despre creditare, procurarea tehnicii și a animalelor de prăsilă, de construcția serelor și frigiderelor. În acest fel, agricultorii au măcar puțin ajutor, dar este totuși insuficient în comparație cu nivelul de susținere în țările Uniunii Europene. În pofida tuturor greutăților și secetei din ultimele luni, roada în acest an a fost bună, menționează Andrei Dimitroglo, șeful Departamentului Agricultură din raionul Comrat. Anul acesta putem strânge o roadă foarte bună. Preconizăm un volum de 15% mai mare decât anul trecut și de o calitate mai înaltă. Dar cu părere de rău, prețurile vor fi mici, deoarece din cauza embargoului impus de Federația Rusă, fabricile cumpără strugurii la un preț destul de mic. A scăzut foarte mult prețul, însă recolta de pe podgoriile vechi va fi de 7 tone la hectar, iar de pe cele noi 10 sau chiar 12 tone. Agricultorii din Găgăuzia sunt bucuroși de roada generoasă pe care le oferă natura, dar sunt multe probleme cu care se confruntă, iar cea mai importantă este desfacerea producției. Cea mai mare problemă este piața de desfacere. Aceasta este direcția de bază la care ar trebui atrasă atenția conducerii țării și a UTA Găgăuzia. Cea de-a doua problemă cu care ne confruntăm este lipsa oamenilor care ar putea și ar vrea să lucreze în domeniul agricol.
Deși fondul de subvenționare în acest an este mai mare de $500.000 de lei, oricum acești bani nu sunt suficienți, susțin producătorii agricoli. Ei speră că anul viitor fondul de subvenționare va fi majorat, iar suportul oferit sudului Moldovei va fi considerabil. Спасибо, Диана. Василий Николаевич, ну давайте вернемся к нашим проблемам. Какие вот у вас проблемы вот в селе Дизгинжа? Да? Расскажите немного, как живет сегодня сельский лидер? В сельской отрасли имеется два больших глобальных проблемы. Как и везде, да? Как и везде. Как и везде. Первая глобальная проблема – это связано с погодой. Засушливая погода. Этот вопрос мы никак не можем решить сами. Да, это как раз вот, нерешимый вопрос. Да, конечно. Вот как раз сюжет, Да. мы об этом На и данный говорили. момент сегодня мы занимаемся сельским предпринимательством, да, сельском хозяйстве, занимается обработкой почвы под посев озимых. Не можем обрабатывать из-за засухи. Ждем дождя. Обработали почву, спахали, не можем обработать, довести эту компанию до конца. Ждем дождя. Ну, этот вопрос мы никак сами не можем решить. Ну, у нас второй вопрос есть не менее Важный, да? не менее важный, чем первый. Да. Финансовый. Финансовый. Как всегда, не хватает финансовых. Не хватает финансов, да. Как сказать, солярка, дистопливо, Да. дистопливо, чем работаем ГСМ, как называется, поднялась на серьезный уровень. Серьезный уровень. Выращиваем продукцию, да? Выращиваем продукцию. Вот хороший год, благополучный год, как можно сказать, для первых группы хлебов в этом году был очень благоприятный год. Осень была влажная, на метровом почве слое была влага, зима была нормально снежная, весна то же самое. Первая группа хлебов, можно сказать, что было нормально. Урожай хороший. Урожай хороший. Вторая группа хлебов, вроде с весны была нормальная, а потом пошла засуха, недобор урожая, можно сказать, что 50% не добрали урожай. Сейчас в данный момент обрабатываем почву, уже готовим на следующий год. Урожай на следующий год. Никак не можем двинуться дальше. Работаем как из-под тишка, можно сказать. То там, то здесь, то ломается техника. И эта техника у нас связана с финансами. Ну да. Покупаем либо технику тракторную, либо агрегат. Или то ломается, или это ломается. Ну, вот финансовым затруднением. Можно сказать, еще одно хочу сказать. Вот у нас такой вопрос назревает, это каждым годом мы замечаем. Вот если мы нормальный год в этом году, да, убрали нормальный урожай первой группы хлебов, у нас цену снизили. Лей 80, 2 лея. Вот не добрали позапрошлом году урожай, 1,5 тонны. Цена поднялась 3 лея, 3,50. Если вы собрать вот это с 1 гектара, сопоставить прошлый год, позапрошлый недобор и вот это, что вы собрали, суммовое выражение на 1 гектар одинаково выходит. Так, не знаю, как это сделать, как-то бы, чтобы ну, были цены, смотрели. Чтобы поднять немножко поднять цены, немножко да? цены, да. Ну, как-то стабилизировать. То есть найти цены. рынок сбыта. Найти А вот рынок вы такой куда рынок сбыта. сбываете свою продукцию? Сбываем здесь, на месте. В основном здесь. Кредиторам, здесь на месте, не вывозим никуда. То есть есть огромные сложности и со сбытом, да? Ну, со сбытом есть монополия на первую группу хлебов. Вот нет, вот есть урожай, нету цены. Нет урожая, есть цена. Еще одно. Вот мы берем кредиты, да? Да. У нас банк, есть кредиторы, что выдают удобрения, все это дело. И мы не можем, вот, допустим, после урожая, мы убираем урожай, все это дело. Должны буду расплатиться. сравнивать, что на пшенице, да. Да. На уборке лей 82 лея. Мы должны всю эту продукцию сбыть, потому что мы должны закрывать кредиты в банке, с кредиторами рассчитаться, все это дело. После Нового года цена поднимается, и у нас уже урожая нету как такового. Уже И вот отдали это мы урожай. теряем, вот это 50 бань мы теряем, это можно сказать, как бы мы пытаемся свести концы с концами, но иногда не можем. Уже остаются долги на следующий год. Не знаем, как будет уже дальше, вот в этом году вот не можем отсеяться, как будет на следующий год уже затрудняемся сказать на следующий год, как будет. Вот вы сказали, что вы берете кредиты в банках, да? Вот под какие проценты, насколько вам тяжело вот потом эти кредиты в процентном соотношении возвращать? Ну, в данный момент на сегодня, если берем кредиты, 12-14% банковские То есть это кредиты. для лидера сельского это огромная сумма, правда ведь? Ну, конечно, огромная сумма. Это как покупаем технику, да? Если берем на 3 года, это еще эта техника, оплачиваем его сегодня 300 тысяч, стоит, оплачиваем его 450 уже. Эта техника считаем, что 450. Вот это,
Ну, тут затрудняемся с оплатой. Ну а для лидеров нету льгот вот, в сельском хозяйстве, хотя бы по кредитам, меньше процента, чем обычно всем дают банки? Такого нету? Такого, как нет такого. Ага. Хорошо, а вот в центральной студии гости и господин Бумаков, вот они говорили о тех субсидиях, которые выдаются в помощь, да? Вот для вас какая-то помощь поступает? Вот ощущаете вы какую-то поддержку от государства? Ощущаем, были субсидированы у нас на вот это, я смотрю, сейчас субсидируют людей, которые занимаются многолетними насаждениями, да, некуда сбыть их и субсидируют это дело. Нам были дотации, вот мы покупали технику, были дотации, да, то же самое, как и субсидирование. Возвращали вот эти 20%. Позапрошлом году 25% закупленную технику получили, а остальные не получили. В этом году технику покупали, там тоже почвообрабатывающая техника, культиваторы, вот эти дискаторы, все это дело, на них субсидии сняли. По какой причине, не знаю. Потихоньку некоторые агрегаты уже снимают субсидии. А вы сами какую-то, или ваше хозяйство, какую-то поддержку получали от государства или дотации какие-то? Может, технику получали? Технику, что я покупал до сих пор, все это дело, были субсидии, были, вот эти 20% были. Вот на технику, а на другой, на топливо, на семена нет, на ядохимикаты не было. Но ощущаете вы, что чуть-чуть хотя бы, но чем-то помогает? Вот насколько это вам ощутимо? Ну вот это ощутимо, потому что технику покупаем мы, да, вот давали 20% субсидий, вот это уже чуть гасишь, вот этими 20% гасишь долги в банке. А скажите, вот на вашем предприятии сколько людей работает, сколько вы делаете и рабочие места предоставляете? Да. На сегодняшний день у меня хозяйство небольшое, 400 гектаров обрабатываем, у меня работает 12 человек. На данный момент 12 человек. То есть вы их это обеспечиваете рабочими местами, механизаторы, командиры. Ну, вот такие проблемы у нас в Гагаузии. Наверное, мы все же адресуем один вопрос господину Бумакову, потому что вот до передачи даже мы общались с лидером, и та помощь, которая оказывается для Гагаузии, она недостаточна. И вот интересует наших лидеров на будущий год, будут ли увеличения в субсидировании. А я хочу поблагодарить нашего лидера, который сегодня принял участие в нашей программе, Каналы Василий Николаевич, руководитель крестьянского хозяйства в селе Дизгинжа. Диана, передаем вам слово. Благодарю, Елизавета. Ну что ж, господин Бумаков. Ну, я хочу, во-первых, поздравить сельхозпроизводителей с юга страны с тем, что все-таки 2 года подряд. С одной стороны, благодаря природным условиям, с другой стороны, благодаря инвестициям, механизации и опыту, который они набрали, все-таки получают хороший урожай. Даже в прошлом году, мне кажется, даже были лучше, чем в центре или даже где-то на севере. Значит, это, ну, мы начали с того, что там на самом деле вот это чувствуется. Что касается 3 проблем, я их вот здесь, значит, ну, что касается климата, мы сейчас не можем, но мы должны серьезно думать о ирригации. И что касается юга Молдовы, без ирригации навряд ли мы сможем конкурировать с европейцами. И это нужно делать, мы над этим думаем. Да, правда, Министерство сельского хозяйства осталось без структуры, которая ответственна за ирригацию, потому что отдали в какое-то другое министерство, и у нас нет людей. Но мы, тем не менее, работаем над этим, и я надеюсь, что в течение 1-2 лет у нас будет очень большая программа ну, сейчас есть американские деньги на юге, вы знаете, Штефан, вот по Днестру и Кахул, но нужно воду все-таки и в центр страны, особенно на юге, из этих 2 рек как-то привезти. Там есть проект для юга, но пока еще финансирования нет, но мы над этим работаем. Что касается доступа к финансам, конечно, это огромная проблема. Вот когда мы сегодня, у нас был наблюдательный комитет для программы ЕФАД, и вот мы рассчитывали вот, банковские ставки. Ну, в проектах у нас доходит, уменьшается немножко, не то, что в банках где-то 7 чем-то процентов, это намного лучше, чем в 2 раза меньше, чем в банках.
Но все равно много. Я даже 7% считаю, что это много для сельхозпроизводителей. Но такой у нас рынок финансов в Молдове. И для этого мы и пытаемся побольше проектов привлечь в сельском хозяйстве, чтобы крестьяне имели доступ к этим проектам. Потому что там есть преимущество не только то, что проценты меньше, но и сроки другие, и каникулы другие, и НДС не выплачивают. Поэтому вот эти проекты немножко помогают. Что касается цен. Вот я хочу нашим коллегам говорить и на юге, и на севере, и в центре. Пока сельхозпроизводители, вот они так разрознены, их, извините за выражение, будут дурить постоянно. Поэтому цена на рынке, ну, это известно, когда на Украине хороший урожай, в России хороший урожай и у нас хороший урожай, конечно, цена падает. Но иногда на рынке очень сильно спекулируют. На рынке всегда есть тенденции монополизировать. И если каждый в отдельности будет вести переговоры, их всегда обманывают. Или у одного покупают по 2 лея, соседу говорит, я у него, скажи, по лей 50 и так далее. Вот эти спекуляции, они не кончатся, пока сельхозпроизводители хорошо не объединятся, чтобы и центральные, скажем, структуры могли им говорить, какая настоящая цена, скажем, на рынке. Вот Александр, он даже мне каждое утро отправляет, какая цена в Констанце, в Одессе, сколько на бирже и так далее. Это очень важно, чтобы люди знали. Ну, конечно, людей тоже можно дезориентировать, когда говоришь, что вот на бирже там-то где-то в Европе такая цена, люди начинают возникать, они забывают, что есть и транспорт, есть и другие затраты. Поэтому, но если объективно, когда смотришь, сколько в порту Рейн, сколько в порту Одесса, Констанца, это уже ближе к реальности. Это уже можно посчитать расходы на транспорт и узнать правильную цену. Потому что на международном рынке, какой бы ни был урожай, цены не скачут, как у нас. Там немножко меняется цена, поэтому они должны знать и должны быть вместе. Что касается субвенций. Вы знаете, вот этот фонд субвенций, он показывает, насколько развивается сельское хозяйство. Если этого фонда не хватает, это означает, что сельхозпроизводители инвестируют, потому что мы компенсируем инвестиции. Вот в прошлом году, благодаря фонду, мы привлекли 4 миллиарда лей. Это деньги сельхозпроизводителей. Это из банков, из кредитов, я имею в виду собственные деньги. В этом году у нас где-то 5 миллиардов будет. Было бы хорошо, чтобы мы как-то поддерживали вот этот тренд роста фонда субвенционирования, потому что он как бы стимулирует инвестиции со стороны сельхозпроизводителей и как бы идет рост в сельском хозяйстве. Все-таки сельское хозяйство остается главная отрасль нашей экономики. И на следующий год? Мы надеемся, у нас еще идут переговоры, это не так просто. Конечно, мы очень много надеемся на европейские деньги. Мы опоздали с процессом евроинтеграции, а больше нам никто не предлагает деньги для субвенционирования. Поэтому со следующего года начинается программа InPart. Это дополнительные 17 миллионов евро на эту программу. Надеемся, что если у нас не увеличат, хотя бы не уменьшат этот фонд, для того, чтобы в следующем году мы приблизились уже к той сумме, о которой мы много лет говорим. Давайте вернемся ко второму пункту вашего пресс-релиза. Пополнение фонда на 2014 год на 150 миллионов лей. Правильно? Правильно что? Это ожидания правильные? Да, ожидания это правильные. ваше ожидание. Я вам скажу, чтобы меня вы не спрашивали, значит, вопрос такой. У нас было 500 миллионов лей, фонд. Но у нас есть и так называемый budget support со стороны Евросоюза. Значит, Минсельхоз для того, чтобы он получил эти деньги из Евросоюза, должен выполнить ряд требований, которые в этой матрице, так называемой. Я хочу сказать, что и в прошлом году, и в этом году за нами нет никакого долга. Мы сделали 100%, выполнили все. Как бы мы считаем, что нам еще причитается денег.
для фонда субвенционирования, потому что очень тяжело, когда под конец года немножко не хватает, нужно пересчитывать коэффициент туда. И, конечно, это немножко, скажем, дискуражирует наших фермеров. Поэтому, если бы мы могли в этом году, чтобы этот фонд, всем бы мы могли платить по требованиям, которые они представили, по всем заявкам, которые поставили, это было бы замечательно. А когда вы сможете прийти перед сельхозпроизводителями и сказать, что да, будет или нет, не будет увеличения фонда? Если бы я был таким всесильным, чтобы я решал такие вопросы, я бы сегодня сказал бы. Но я не могу это говорить, пока не будет ясно. Но представляется очень сложно, я еще раз говорю, из-за того, что парламент не функционален, сейчас не работает, очень сложно что-то обещать сейчас. Вы встречались с представителями Всемирного банка? Да, встречались и в Вашингтоне дважды, и здесь, и у нас, и встречаюсь послезавтра снова, и будем обсуждать проблему поддержки наших фермеров. Есть надежда? Надежда всегда есть. Надежда всегда есть, и как бы нам хочется не только, чтобы были финансы, но чтобы и методология помощи была разумной, чтобы она была эффективной. Потому что можно иметь денег и сделать хуже, а не лучше. Вот я, к сожалению, убедился, что здесь математические расчеты или логика иногда не функционирует. Поэтому очень важно... Здесь где имеете в виду? В этой стране? Ну, не только в этой стране. Как говорится, у нас ничего, что логично, неправильно. Но я думаю, что можно иметь деньги и навредить. Я очень хотел бы, чтобы... Потому что мы в конце каждого года мы делаем анализ результата этих субвенций. Где есть результат, а где нет результата. Корректируем регламент, обсуждаем с фермерами, как сделать лучше, чтобы деньги давали результат, а не то, чтобы деньги создавали большой скандал в стране и разочаровал людей. Хорошо, давайте тогда поговорим о третьем пункте – цена на нефть. Как вы оцениваете эту ситуацию? Ну, здесь, слава богу, у нас нет разногласий в этом. Мы давно об этом говорили. И, как объяснить фермеру, когда им каждый день говорят, что цена на нефть падает, там плац падает, а у нас ничего не меняется. И хочу вам сказать, что премьер-министр на последние 3 заседания правительства очень... он об этом говорил, он давал задания, чтобы с этим разобрались. И я надеюсь, что в конце концов здесь будет наведен порядок, потому что так не должно быть. Как только увеличивается цена на нефть, увеличивается цена на дизтопливо. Падает цена на нефть, никаких изменений. Так тоже нельзя. Так тоже нельзя. И я еще раз говорю, что господин премьер-министр очень серьезно подошел к этой проблеме. Господин Слусарь, если было бы в ваших силах помочь сельхозпроизводителям, что бы вы предприняли? Ну, я бы в первую очередь поменял бы отношение в целом к сельскому хозяйству. Я еще раз подчеркиваю, что в меньшей степени, в самой меньшей степени во всех этих проблемах виноват господин министр, потому что мы давно знакомы, я знаю его видение ситуации, я знаю его попытки, он делает все, что может, но нам нужно кардинально на уровне политической элиты менять отношение к сельскому хозяйству. Вы видите, вот если мы сейчас все это снова проанализируем, мы все время опаздываем. Все время опаздываем, и не только в политическом плане, но и в отношении к сельскому хозяйству. Мы 2 года потеряли время о том, чтобы спорили, является сельское хозяйство стратегической отраслью или нет, является это приоритетом или не является. И тогда, когда уже такие страны, как Грузия и Армения, осваивали европейские фонды, мы все время спорили. В этом году, казалось бы, но ситуация действительно летом была эта мера абсолютного шантажа экономического со стороны Российской Федерации. Я, например, тогда сказал, ну, понятно, это шантаж. Я видел, что есть попытки дестабилизации. Я видел, мне показалось, что премьер-министр серьезно, пусть и с опозданием, но серьезно занялся сельским хозяйством. Казалось бы, ну давайте сядем и посчитаем. Нам нужно разово выделить эти деньги на компенсации.
Сколько нужно? Откуда возьмем? Давайте, Национальный банк, внутренний кредит, 3 года. Я, честно говоря, был уверен, что мы найдем эту формулу. Ничего не произошло. Дальше. Эти же 150 миллионов леев. Если сейчас эти деньги не найдутся, то по моим подсчетам, я могу ошибиться, потому что до 31 октября есть еще время, сельхозпроизводители получат, с учетом того, что часть получат все равно 100%, потому что там есть, где коэффициент этот не применяется, я думаю, что где-то получат 35-40%, на каждый запрошенный лей 35-40 бонус. Весной говорили, да, будут деньги из Еврокомиссии, придут эти деньги, вот эти деньги пришли. По матрице Министерство сельского хозяйства все сделало. Если сейчас не дать эти 150 миллионов, ну вот как люди дальше будут? Мы говорим о инпарде, о чем? Вот мы, кстати, не знаем на следующий год. Опять же, по моей информации, сумма инпарда Минфин не заложил на следующий год. 300 с чем-то миллионов не заложено, хотя мы должны получить 17 миллионов евро. И те 17 миллионов непонятно, эти 150 миллионов не дают. Люди сделали инвестиции. Господин министр абсолютно верно сказал, в этом году, я думаю, мы не 5 миллиардов, мы привлечем 8 миллиардов где-то. Потому что сельхозпроизводители, они не сидят на месте, они понимают, что нам надо меняться, нам надо реориентироваться, что мы сильно отстаем от Европы. И даже этот вот фонд субсидирования минимальный, который у нас есть, нужно увеличить на 150 миллионов. И мы вот сейчас вот встали и не можем решить этот вопрос. Да я уверен, что поставить надо вопрос, парламент, соберитесь, парламент, по этому вопросу об увеличении этих 150 миллионов и по компенсациям, и мы посмотрим, кто из депутатов нынешнего парламента не захочет это сделать. Мы выйдем, фермеры, возле парламента, и будем смотреть, пришли пару депутатов, сколько их пришло, что они делают, но это нужно инициировать. И последнее, то, что вы сказали про нефтепродукты. Это уже, я не знаю, притча во языце. Мы 2 года об этом говорим. Уже целый законопроект был. Новую методологию должны были принять, либерализировать рынок. И я не раз слышал премьер-министра, и мы встречались. И мне после каждой встречи казалось, вот сейчас пойдет. Вот он эту методологию поменять, чтобы цена была привязана к плацу, а не к желанию там нескольких нефтеоператоров. Эта методология, она уже год лежит в АНРЕ. Каждый раз премьер-министр говорил, вот завтра, послезавтра, буквально на днях эта методология будет принята. На последнем заседании правительства, я это слышал. Но ничего не меняется. Вот это вот проблема. Это тоже показывает отношение к сельскому хозяйству. Да, поговорили, да, на камеры сказали. Надо разобраться с ними. Поднимается Совет по конкуренции, поднимается АНРЕ на заседании правительства. Да эти 2 органа разогнать давно надо, как они работают по этой методологии. Потому что Совет по конкуренции палец не ударил о том, чтобы, это же понятно, что вот этот вот последнее подорожание, это просто сговор операторов было. Цена на нефть упала уже тогда, она была 90, сегодня она $84. Тогда она упала до $95, они взяли на 30 бонус, подняли. И оптовые цены подняли. Я думал, хоть наглости не хватит оптовые цены поднять. 16 лей оптовая цена. Я вчера говорил с сельхозпроизводителями. И они мотивируют, что вот этот вот румынский Лукойл там остановился, как будто мы зависим только от румынского Лукойла. Это обыкновенный картельный сговор. А Совет по конкуренции, имея право самим устроить проверки, не делает этого. АНРЕ то же самое не делает. Понятно, что здесь есть интересы, понятно, что здесь есть коррупция. Премьер-министр, к сожалению, говорит, но не доводится вопрос до конца. Васька слушает, да ест. Они это все видят, они тоже понимают, что есть предвыборная лихорадка сейчас, все, кто чем занимается, у каждого свои интересы, в том числе и партийные. Каждый бизнес имеет своих представителей в парламенте, в правительстве, и они плюют, извините за выражение, на все, что говорит премьер-министр. А премьер-министра не хватает то ли рычагов, то ли политической воли, то ли еще чего довести до конца. Но это же действительно нонсенс. По нашим расчетам солярка должна стоить сейчас на помпе. Сейчас она 17,60, она стоить должна примерно, по нашим расчетам 16,60, с Минэкономикой, я говорил, они считают 16,80. А оптовая цена должна быть сейчас где-то 14,80. Мы переплачиваем, ладно только аграрии, все население страны, вся экономика, транспорт, все переплачивают на лей 20 за эту солярку, за бензин, и мы молчим. И мы считаем, что 5-6 компаний должны извлекать прибыль, а сельхозпроизводители, они просто авангард. Они всегда в первую очередь страдают. 30% в структуре затрат — это затраты на дистопливо. И вот все это я как бы округляю и подвожу итоги. Вот то, что эти проблемы решаются с запозданием, по остаточному принципу,
или вообще не решаются, это говорит о том, что сельское хозяйство, я не раз уже это говорил, остается золушкой молдавской экономики. И пока мы не поменяем эту парадигму отношений, тем более сейчас, когда мы вступили в очень такую зону, мы не можем не подписать этот аккорд с Европейским Союзом. При всех вопросах и проблемах, при всех наших трудностях, без европейских фондов, и здесь я абсолютно согласен с господином министром, мы не сможем модернизировать сельское хозяйство. Своими силами мы не сможем, никакое другое образование, будь то таможенный, будь то Евразийский, будь то Тихоокеанский союз, нам этих денег не даст. Мы должны это делать, но мы должны понимать, что сельское хозяйство самая сенсибельная отрасль. И она не может конкурировать с субсидиями европейскими. Она имеет эту угрозу с востока. И сейчас, когда нужно уделять двойное, тройное внимание сельскому хозяйству, мы, к сожалению, опять же смотрим на него так это. Ну, вот ладно, дали эти 138 миллионов, поставили этот механизм, какой он есть такой. Сейчас будет скандал с этим механизмом, больше нас ничего не интересует. И даже я, честно говоря, думал по наивности, опять же, хотя бы перед выборами, хотя бы из политических соображений, не за совесть, так за страх будут это делать. Но, к сожалению, этого не происходит. И вот это меня очень сильно удручает. Значит, Диана Александровна, ну, конечно, я как министр политически не имею права упрекать сельхозпроизводителей, но я хочу еще раз доказать о том, что у нас все, что логично, неправильно. Значит, вот смотрите, как долго мы боролись за то, чтобы сельское хозяйство в Республике Молдова было стратегической отраслью. Но это очевидно, об этом и не нужно, это стыдно об этом говорить. Но я хочу упрекать наших фермеров, потому что в парламенте то фермеров, представителей фермеров нет. Конечно, очень сложно решать вопрос. А это их вина? Конечно, их вина. Ну, смотрите, страна, страна, 1/3 населения работает в сельском хозяйстве. Половина населения. Сельское, ну, и вообще в Молдове все занимаются сельским хозяйством, за исключением там пару этих самых. Нас с вами. Да. Все занимаются сельским хозяйством, но 1/3 населения работает в сельском хозяйстве. Основная отрасль страны, самая конкурентоспособная, потому что бренды молдавские это из сельского хозяйства. 45% экспорта из сельского хозяйства. И в стране, в парламенте нет сельхозпроизводителей. Так как мы можем эти вопросы решать? Я смотрю страны такие, как Польша, например, у них там сельское хозяйство, ну, очень сильное сельское хозяйство, но если посмотреть в ПИБе, сколько доля, даже меньше, чем половина у нас. У нас 18% с переработкой. Это огромная доля сельского хозяйства в ВВП. И сейчас, в парламенте там партия своя, лидеры свои. Всегда в коалиции, между прочим. Всегда можно решать проблемы. Всегда, они всегда при власти. А так идешь в парламент, мы просили, ну как же, да, и никто никому, потому что их нету. Так что сельхозпроизводители должны об этом думать. Я не говорю в смысле этих выборов сейчас, но чтобы не упрекали, только чтобы они знали, что вот с одной стороны мы говорим, что нет ассоциаций, нельзя толком продавать и покупать, потому что они не ассоциируются. И они очень плохо ассоциируются и для защиты своих интересов. Хорошо, что же время подходит к концу. Я хочу дать вам заключительное слово, господин Слусарь. Ну, что можно еще сказать? Меня часто спрашивают сейчас, вот когда там летом начались протесты после эмбарго, не жалею ли я о том, что участвовал и останавливал эти протесты. Вот сейчас, учитывая, что много проблем осталось нерешенных. Нет, я не жалею, потому что те протесты носили явно политический характер, дестабилизационный. Они не давали ответа на решение. Там были люди, которые явно не хотели решить проблемы фермеров. Я не жалею об этом, но я очень жалею о том, что власть так поверхностно отнеслась к этим проблемам. И за эти 2-3 месяца, когда мы могли и найти ресурсы и сделать много вещей для того, чтобы пережить этот очень трудный период. В следующем году, кто выживет, будет легче. Но сейчас
Мы попали в такой цейтнот, когда мы потеряли один рынок по политическим причинам, а второй рынок мы обретаем очень тяжело по многим причинам, и по проблеме большой конкуренции, и неполным соответствием нашей продукции, и банковские гарантии, которые требуют от наших экспортеров. Есть очень много проблем, почему нам очень трудно на этот рынок попасть. И вот в этих условиях, я опять же сравниваю с Европейским Союзом, там тут же ставят плечо, там тут же 125 миллионов евро, и это оказалось мало, ищут еще. Конечно, мало, наверное, им, но там это видно, что действительно они, сельское хозяйство занимает там 6% ПИБе, 7% занятости, и там это стратегическая отрасль. У нас отнеслись, вначале был там какой-то такой всплеск, вот давайте как-то что-то сделаем, потом чуть-чуть успокоилось, поняли, что ситуация немножко успокоилась, и, к сожалению, мы вот эти вот несколько месяцев, я убедился и по вопросам компенсаций, тот механизм, он не выдерживает никакой критики, и по вопросам фонда субсидирования, эти 150 миллионов обещанных, и по нефтепродуктам, и по тому, что мы не знаем, какой будет фонд субсидирования в следующем году, и по многим другим проблемам, к сожалению, власть не смогла углубленно прочувствовать ту ситуацию, в которой сейчас находится сельское хозяйство. С большим сожалением констатирую это. Мы сейчас все в электоральной горячке, но очень важно, чтобы и для следующего правительства, и кто будет дальше у власти, чтобы это было уроком. И я думаю, что сейчас сельхозпроизводителям нужно как никогда консолидировать свои позиции, показать наше недовольство, да, без политизации, да, убрать всю шелуху политическую, но мы должны показать все наши организации, что мы недовольны тем, что происходит, что мы имеем другие решения, и что мы будем настаивать при нынешней власти, при следующем правительстве, какое бы оно ни было. У нас есть интересы, и здесь я во многом согласен с господином министром. Мы недостаточно объединены, в том числе и по защите своих интересов в таком органе, как парламент. К сожалению, господин министр здесь прав, мне нечего здесь возразить. Это недоработка всех фермеров. Будем над этим работать. Вы выразились, кто выживет. По вашему мнению, многие не выживут? Вы знаете, я боюсь, что если... В принципе, еще не поздно. Еще я считаю, что час Х не настал, и мы имеем еще несколько недель, чтобы найти... Парламент еще есть, правительство имеет кворум, мы можем найти решение этого вопроса. Но если нет, я не вижу до зимы. Хорошо, мы сейчас положим, что можно в холодильник яблоки, сливы, но многие производители яблок, кто не имеет холодильников, и российский рынок до Нового года не откроется. Я уверен, что через год эмбарго это снимут. Через год мы уже что-то будем получше работать и на европейских рынках, но в этот период многие имеют платить кредиты. Я еще раз подчеркиваю, очень много производителей на севере занимаются только садами. Они не могут взять, подождать подсолнечник, пшеницу, кукурузу и за счет этих культур закрыть дыры, которые есть в садоводстве. И вот и у них в этой ситуации будут разорения, и это очень прискорбно. Господин Бумаков. Ну, я хочу вам сказать, что в правительстве нас слышат. Это у нас, во-первых, и премьер-министр знает об наших проблемах. Конечно, были обещания, которые были даны, они выполнены. Просто на тот момент, когда обсуждали вот эту проблему компенсации, все говорили, что хорошо, у нас проблема с летними яблоками, потому что они портятся, их невозможно хранить, давайте как-нибудь решим проблему. И то, что премьер обещал, он сделал. Я хочу вам сказать, что и министр финансов, он очень практичный человек, очень хорошо разбирается в бизнесе и тоже поддерживает нас. То есть я не хочу еще раз сказать, что нас в правительстве слышат. Конечно, нам нужно побольше аргументов, может быть, более настойчиво обсуждать эту проблему для того, чтобы решать проблемы не только сельхозпроизводителя, а проблемы страны. Ну, в парламенте уже нас не услышат, потому что он не функционален, поэтому это проблема, что нас не слышат. Но еще одно хочу сказать. Я прошу наших сельхозпроизводителей, чтобы они все-таки поняли, какая у нас сложная ситуация. Это, в принципе, война. Значит, ну, она не такая страшная, как была на Украине, но она есть. Холодная. Ну да, вот такая идет война. И каждый в стране должен что-то сделать для того, чтобы как-то защитить в этот период страну от коллапса, от того. И я всегда гордился с организациями сельхозпроизводителей, когда летом, когда подняли по политическим проблемам, они сказали: нет, мы на это дело не пойдем, потому что это было явно, пытались дестабилизировать ситуацию в стране. И не исключено, и сейчас об этом, и сейчас готовится это делать. И я надеюсь, что
С одной стороны, мы с правительством обсудим и найдем решение проблем, а с другой стороны, наши сельхозпроизводители не пойдут по рукам этих аферистов, для которых Молдова, ну, они не считают этой страной. Они здесь живут, гордятся паспортом молдавским, ездят в Европу, им это нравится, но не любят Молдову. Вот не любят и все. А как я говорил, ну кто нам даст деньги на модернизацию сельского хозяйства? Потому что нигде сельское хозяйство без поддержки не может развиваться. И это везде. Да, у нас огромная проблема. У нас нет натуральных ресурсов, нет нефти, нет газа. То есть тяжело, но зато у нас есть партнеры, которые нам помогают. И Соединенные Штаты, и Мировой банк, и особенно Евросоюз, и соседи наши. Вот надо воспользоваться тем, чтобы мы эту отрасль, очень важную для нашей страны, не пострадала вот от этой неразберихи сейчас. Благодарю. Ну что ж, время покажет. В скором времени надеемся, что прояснится ситуация и с компенсациями, и с субсидиями, и с ценами на нефтепродукты. Мы обсудим эти вопросы в следующих наших передачах. Я благодарю вас за внимание. С вами была Диана Мемец. Всего доброго.